Раис Харич, вы сегодня находитесь в рабочей поездке по Зауралью, в Хайбулинском районе. В частности, жители республики очень взволновали события, которые происходили в Баймаке. Хотелось бы, чтобы и вы прокомментировали то, что происходило в эти дни в этом башкирском зауральском городе. Значит, с первого дня своей работы я, собственно, сказал, что терпеть экстремизм, попытка расшатать ситуацию терпеть не буду. Это вот 19-й год и 20-й, все эти годы я этим занимался. Значит, мои полномочия главы республики таковы, что я должен защищать республику, я должен защищать людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, это мой долг. Вот. Что касается вчерашней ситуации, вы видите, приговор суд вынес, он тяжелый приговор, 4 года колонии общего режима. Но все эти годы ведь что происходило? В 2020 году мы провели работу, чтобы организацию Башкорт признать экстремистской, и я считаю, что это было абсолютно правильное решение на тот момент. Но ряд руководителей этого не понимали, и все эти годы, соответственно, в той или иной форме привлекались к ответственности. В частности, если говорить об Алсынове, он уже привлекался по экстремизму к административной ответственности. Вы знаете, решением Росфинмониторинга он был включен в СПИД, в реестр лиц, причастных к экстремистской террористической деятельности. Это очень серьезное обвинение и очень серьезный статус негативный. Поэтому здесь такая ситуация. Проблема в чем еще? Знаете, вот можно одевать на себя такую маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация совсем не такая. Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути, являясь предателями, оттуда, значит, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Вы представляете, о чем разговор идет? Поэтому это и Габасов, который судим за убийство. Это, значит, маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахмедшин, который судим за наркотики. Вот эта вся компания, они постоянно пытались любую ситуацию, которая, естественно, будет возникать, есть определенные и социальные недовольства, есть нерешенная проблема, но все это переводить в плоскость, значит, экстремизма мы не позволим. Поэтому сейчас из плохого что? Из плохого то, что возбуждена очень тяжелая статья по массовым беспорядкам. И это очень тяжелая статья с очень длительными сроками наказаниями. И сейчас правоохранительные органы очень активно эту работу проводят. Я вот переживаю, где-то наверное, наша вина муниципалитетов, моя личная вина, что мы людям до конца не объяснили и не раскрыли суть и содержание этих людей. Мы сейчас этим будем активно заниматься, потому что, знаете, отмалчиваться я тоже не буду, и мы покажем истинное лицо этих ребят. Поэтому здесь еще раз говорю, не надо там маскироваться под мирных чабанов или там таких добрых экоактивистов. Это на самом деле не так. Мы живем все-таки в государстве, и государство себя будет защищать. А я, как глава республики, буду защищать республику. Поэтому такая история. Ну, что я еще хотел сказать? Я очень благодарен людям нашим. Благодарен и Баймакцам, благодарен вообще в целом нашему обществу. Вы посмотрите, значит, Баймак со всей республики приехало, значит, наиболее активных несколько сотен людей. Пришли жители Баймака. Посмотрели, ушли. Нормально. Вот. Я подчеркиваю, что и нам надо более активнее рассказывать, чем мы живем и что это за люди. Поэтому эту работу будем продолжать. А так Башкортостан развивается. Будем идти вперед.